Палац водных видов спорту, легкоатлетычный манеж, вяслярный канал. Спортивные объекты областного центра стали сегодня местом наведывания экскурсоводов, едоперекладчиков и туроператоров. У такой экскурсийной программы есть свои меты. Для этого мы в настоящее время на данные рекламные туры берем с собой экскурсоводов, гидов-переводчиков для того, чтобы они обновляли, комплектовали новые пакеты именно экскурсий для иностранных туристов, постоянно обновляли свои данные и в том числе интересными фактами о существующих достижениях наших спортсменов. Необходимость у таким двухбоковым супрацовництве бачат и специалисты турфирм. Они помогают найти ответы на вопросы, которые появляются у большинства турфирм, турагентств. Поэтому они помогают, в том числе и мне, представители турфирмы, ближе контактировать со спортивными объектами, с представителями спортивных объектов. Ну и, соответственно, в дальнейшем это тоже поможет какие-то формировать туры. Правила рынку, коли попыт нараджае прапанову, дзейнічае тут. При гэтым усе складаючыя для поспеху уже есть. Это востребовано. Какое-то большое количество за год поступает заявок. Работаем с турфирмами, заказы, так экскурсия называется, по спортивным объектам. Здесь не первый раз. Брест считается спортивной столицей Республики Беларусь. По крайней мере, это крупнейший спортивный областной центр Беларуси. По уровню спортивных объектов они построены и функционируют на очень высоком спортивном, я бы даже сказал, международном однозначно уровне. И для молодежи всегда спорт интересен, он привлекательный. Спорт движет энергетику человека вперед. Усяго ж з пачатку года турыстка-рэкрэацыйную зону Брест па бязвізавым рэжыме наведалі каля 10 тысяч гостей з 64 краін свету. Евгения Мороз, Тыгран Акопян, телерадиокомпания Брест.